Видеооко «Аносплав» находится в гостях регионального отделения общероссийской организации «Офицеры России Республики Коми». Владимир Валентинович, здравствуйте. Будьте добры, расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей организации. Если коротко, значит, вот здесь вот показана работа нашей организации на фотографиях. Памятные даты, встречи с ветеранами, встречи со школьниками. Мы бываем в вузах, школах, трудовых коллективах, чествуем своих ветеранов с памятными датами, с профессиональными праздниками, военными, гражданскими праздниками. Я уже повторюсь, встречаемся с ветеранами. Вот через 2 дня вместе с ветеранами авиации местного авиаотряда мы будем встречать День воздушного флота. Для меня это большой праздник, потому что я сам летчик, служил в военно-воздушных силах, сейчас на пенсии, но работу ветеранскую я не бросаю. Я возглавляю региональное отделение и очень рад, что мы есть, потому что наш коллектив единомышленников, та работа, которую мы проводим, она поддерживается всеми, кто состоит в нашей организации. Совершенно недавно, ко дню воздушно-десантного флота, к юбилею Дня воздушного флота, мы провели соревнования, посвященные по стрельбе, посвященные Дню ВДВ России. Соревнования прошли дружно, весело. Победители были награждены грамотами. Сейчас я посмотрю, если грамоту не отдали, вот она где-то здесь. Нет, все, уже нету грамоты. Значит, я уже вручил кому-то. В этих соревнованиях победу одержала, общекомандную победу, команда нашей организации. Всего в соревнованиях участвовало 9 команд. Первое место заняли мужчины, команда «Офицеры России», второе место женщины, «Офицеры России», а третье место ветераны-пограничники. Это уже были вторые соревнования. В сентябре будем проводить третьи соревнования. Ну а до конца года у нас еще будет достаточно таких вот патриотически направленных мероприятий, спортивных мероприятий. А в сентябре в 4-й раз будем участвовать в кроссе наций. Мы собираем объединенную команду. Вот здесь вот на фотографии можно посмотреть. Вот видите, сколько у нас разных ветеранов в нашей объединенной команде. Вот тут можно посмотреть номера. 12-й год, 14-й год, ну и 13-й год. В этом году будет номер 15-й год. Будем бегать, пока эти соревнования в России будут проводиться. Скажите, пожалуйста, Владимир Валентинович, что для вас означает спорт? Спорт как таковой, может, это громко связано, больше, наверное, активная физкультура в моей жизни, потому что я с детства в этой активной физкультуре. В школьные годы занимался лыжами, занимался борьбой, побеждал на республиканских соревнованиях. В годы учебы в военном училище бегал, также боролся. После окончания училища, когда проходил службу в различных регионах Советского Союза, также бегал на лыжах, подымал гири. В общем, я не перестаю понемножку заниматься активной физкультурой. Считаю, что это необходимо для мужчины, потому что вот мне сейчас 60 лет, и когда я вижу мужчину в 60 лет с пивным брюшком и с дряхлыми мышцами, мне его жалко. Он не любит себя, он не уважает себя, он уже постарел. В 60 лет нельзя ставить на себе крест, жизнь начинается. Потому что больше свободного времени для занятий активной физкультурой. Можно находить соревнования. Сейчас интернет, наверное, у каждого есть. Участвовать в кроссе, участвовать в каких-то других спортивных мероприятиях, вести активный образ жизни. Займитесь спортом. Мужички под 60 лет, это очень нужно. Сейчас в Республике Коми особое внимание уделяется этноспорту, в частности, коми национальной борьбе «Зумыдош».
Как вы относитесь к данному явлению? Я очень хорошо, честно скажу, я сам хочу побороться. Есть у меня такая мысль, потому что в школьные годы я занимался вольной борьбой, побеждал на республике, на городе. Часто смотрю эти соревнования по национальной борьбе. Обязательно буду участвовать, потому что физически я готов, технически, может быть, арсенал есть, но надо просто приглядеться к технике ведения борьбы. Я буду бороться. Я только за. Даже двумя руками. Спасибо.